За этим рукопожатием возможность найти пути разрешения сирийского конфликта. В состав Комитета национального примирения, который был создан в первые месяцы начала конфликта, входят члены оппозиционных партий, политические и общественные деятели. Приветствуя гостей, Рамзан Кадыров заявил, внутренний конфликт в Сирии давно вышел за рамки только этой страны. В первую очередь хотим принести слова соболезнования. Не наслышке знаем, что такое убийство, разрушение, беженцы. И поэтому разделяем ваши трудные дни. И сегодняшняя ситуация – это ситуация нашего народа. Мы стараемся где-то как-то участвовать, помогать. Мы ведем переговоры со всеми. И наши представители встречались со всеми оппозиционными группами. И хотим, чтобы, дай Аллах, по-быстрому завершилось военные действия на территории сирийского народа, чтобы народ вернулся в новую экономическую, социальную, защищенную жизнь. И наш президент Владимир Путин для этого делает все, и российский народ, в частности, чеченский, поддерживаем его во всех его начинаниях. Представители комитета отметили, Рамзан Кадыров не понаслышке знаком с методами борьбы с международным терроризмом. За короткий срок ему удалось навести порядок на территории Чечни и сохранить целостность России. Опыт Чеченской Республики сегодня перенимают во всем мире. Мы приехали в Чеченскую Республику по двум причинам. Во-первых, мы считаем, что Чеченская Республика – это важная часть составляющей Российской Федерации, и хотели бы одновременно через вас передать слова благодарности президенту Путину. Те же слова, которые уже выразил президент Асада во время своего визита в Москву. Большое спасибо России и российскому народу. Вторая основная причина нашего приезда к вам – это мы знаем исторически, какой роль чеченский народ, Чеченская Республика сыграла и играет в Российской Федерации, а также мы знаем и смелость, и благополучие сегодня в Чеченской Республике, и много мы знаем о вас лично, о ваших достижениях. Гости отметили, несмотря на то, что на территории исламской страны в рядах экстремистов сегодня воюют и выходцы из Чечни, сирийский народ понимает, что Чечня решительно осуждает действия террористов, какой бы национальности они ни были. И мы еще хотели передать сигнал нашему сирийскому народу внутри страны и всем народам за границей, что присутствие нескольких боевиков, террористов чеченской национальности, это абсолютно не означает, что они представляют чеченский народ, и мы пришли это вам говорить именно на чеченской Даже земле. не являются чеченцами. Они говорят просто. Гости также отметили особую роль президента России Владимира Путина в борьбе с близким государством. Благодаря российской авиации за столь короткий срок уже удалось добиться хороших результатов. Под ударами российских самолетов боевики несут ощутимые потери. На сегодняшний день уже удалось освободить от террористов ряд стратегически важных районов Сирии. Мы знаем вашу роль в усилении позиции Российской Федерации по Сирии. Сирийский народ поддерживает решение президента Путина об оказании военной помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом. И мы, конечно, все члены нашего комитета уверены в том, что параллельно и после военных действий мир может установиться на сирийской земле только путем мирного урегулирования и переговоров. Впервые оказавшись в Грозном, гости были поражены темпами восстановления послевоенной республики. Господин президент, вы близкий человек к президенту Путину. Наш президент Башар Асад тоже близок к Путину. Мы тоже ждем от вас хорошие поступки, которые могли бы облегчить участь нашего народа сирийского. На протяжении 5 лет идет война, это та война, которая была и в Чечне. Поэтому мы хотели бы воспользоваться моментом, узнать, какие бы шаги могли бы помочь нам выйти из этого положения. И просим Всевышнего вам долгих лет жизни и просим вас принять наше приглашение посетить Сирию, который вас уважает и ценит. Делегация поблагодарила Рамзана Кадырова за активную поддержку действий президента Владимира Путина, а также напомнила, сирийцы и чеченцы имеют общую историю. Весь арабский мир и мусульманский мир помнит тот черный день, в котором руками террористов
было покушение на жизнь национального лидера с мировым именем Ахмад Хаджи Кадирова. Как вы знаете, муфти Сирии, шейх Ахмад Куфтаров покойный, называли всегда Ахмад Хаджи аль-Шейх аль-Раис. Шейх-президент. Гости отмечают, несмотря на то, что сегодня они представляют внутреннюю оппозицию, они выступают против военного вмешательства западных стран и США в вопросы внутренней политики Сирии. Мы, как знаете, представляем внутреннюю оппозицию, и у нас разноличие с внешней оппозицией. Как вы знаете, внешняя оппозиция, зарубежная, она просила Запад вмешиваться военным методом в свержение власти в Сирии. Мы с этим, конечно, не согласны. Мы, конечно, требуем реформирования политической системы в Сирии. Там большая коррупция. Надо реформировать и военную организацию, армию, правоохранительных органов. Возвращаясь к вопросу участия выходцев из нашего региона в рядах и близкого государства, Кадыров заявил, что эти люди не представляют чеченский народ. Их даже нельзя назвать чеченцами и мусульманами. Он напомнил, что Чеченская республика не понаслышке знает обо всех тяготах войны. В недавнем прошлом на территории региона в рядах террористов воевали представители нескольких десятков государств. За установление мира тогда погибли десятки тысяч чеченцев. И ни одна страна не пришла России на помощь. Мы сами боролись против этого зла. У нас в республике были представители 51 государства. Они были из Сирии, из Турции, Сирия, Турция, Иран, Саудия. Все. И наши люди работают в их организациях, так называемых террористических. Если мы не работали бы, если наше духовенство не призывало бы и сегодняшней ситуации по-другому в Сирии, не только чеченцы, и с Кавказа, с России больше было бы не 100%, а 1000%. На сегодняшний день мы оттуда вернули 47 إلى هذه اللحظة نحن أعدنا 47 شاب إلى بيوتهم من سوريا. Главное не наша работа, главная работа сирийского народа. Если мы будем ждать, что кто-то приедет и наведет порядок, это самое ошибочное. Ахмад Хаджи первым делом создал МВД и заявил, что в Чеченской республике чеченцы наведут порядок. И что дало первый толчок Ахмад Хаджи, это тех людей, которые были обмануты, амнистировать, вернуть, ставить их рядом с собой и дальше бороться. У нас была цель, у них и у меня, это закончить войну, закончить то, что начал Ахмад Хаджи. Это основа. Потому что надо собрать ту команду, которая может уничтожить терроризм, навести порядок и поднять экономику. Кадыров заявил, единой целью для всех причастных сторон должно стать установление мира в Сирии. Искать помощи и поддержки в других странах бесполезно. Окончательное решение проблемы зависит только от сирийского народа, который должен сплотиться, чтобы дать отпор своим врагам. Глава Чечни отметил, большой ошибкой являются надежды на разрешение конфликта в столицах западных стран и Америки, которые сегодня делают все, чтобы конфликт принял затяжной характер. Ну, что мы видим сегодня? Сирийские оппозиции и ваши группировки к примирению, все занимаются, ходят, ищут извне что-то. Сегодняшняя ситуация, Запад, Европа, другие арабские страны, которые финансируют, у них нет интереса, чтобы Сирия стала на ноги. У них есть свои международные разборки. И вам надо это сформировать умно и преподнести для населения, для оппозиционных там, или там воюющих там сторон, и сделать так, чтобы они поняли друг друга и уступить где-то что-то. Я считаю так, это мое мнение. Ради государства, ради мира, стабильности народа. Какие бы ни были самолеты, бомбардировщики, там, не знаю, ядерные, все равно лучший мир. Оппозиционно именно ваша задача должна составлять в том, чтобы найти общий язык. Тогда, может быть, у нас что-то получится. Конечно, да, без военной поддержки там сегодня ничего не получится, но это у вас есть. Поэтому я желаю вам мира, счастья. О том, что именно благодаря политической воле Рамзана Кадырова на территории региона было навсегда покончено с терроризмом, говорят и эксперты. Рамзан Кадыров очень давно уже заявил о себе как человек, способный решать задачи как внутри, так и внешнеполитического характера, особенно если это касается непосредственных государственно-национальных интересов Российской Федерации.
Та встреча, которая прошла у нашего национального лидера с так называемым Комитетом народного примирения или внутренней умеренной оппозицией, она имеет ярко выраженный политический характер. Мы еще раз продемонстрировали мировому сообществу, что Рамзан Кадыров является наиболее востребованной фигурой в политическом окружении Владимира Путина, способной волевым, дипломатическим, политическим образом напрямую влиять на ситуацию на Ближнем Востоке и в исламском мире. Наш национальный лидер заявил заинтересованность в том, чтобы конец вот той кровавой вакханалии, которая сегодня творится на территории Сирии и Ирака, был все-таки положен свой логический конец. Потому что исламский мир, а Рамзан Кадыров является еще и одним из самых ярких и самых востребованных лидеров исламского мира, сегодня прямо и незамысловато заявил о том, что пора эту вакханалию заканчивать, и он приложит все усилия для того, чтобы прекратить страдания мусульман, и не только в исламском мире, но и вообще, так сказать, в глобальном масштабе. Почему именно сейчас приехали лидеры оппозиции сирийской в нашу страну и встретились с Рамзаном Кадыровым? Ну, во-первых, это дает новый статус России, которая предъявляет таким образом всему миру наличие деятельной, легальной оппозиции в Сирии, наличие альтернативы тем боевикам, которые сейчас воюют против официального Дамаска. Почему в Чечню? Ну, давно уже Грозный становится потихоньку настоящей мусульманской столицей России, и ни один мусульманский улем во всем мире не может сказать о том, что в России каким-то образом преследуется ислам. Стоит только приехать в Чечню, и можно наглядно увидеть, что в Чечне исламские законы действуют совершенно открыто и не противоречат Российской Конституции. Приезд представителей сирийской оппозиции в Чеченскую республику – очередное доказательство того, что Рамзан Кадыров играет важную роль на международной арене. У Чеченской республики есть богатейший опыт по борьбе с такими с разного рода террористическими организациями. Мы знаем, какая у нас была ситуация какое-то время назад. Те же международные террористические группировки внедряли здесь своих агентов. Та же ситуация сегодня происходит в Сирии. И очень важно то, что сирийцы именно перенимают этот опыт, то, что им важен этот опыт, то есть значит, что они хотят покончить со своей ситуацией, своей проблемой. Мы знаем, что происходит благодаря позиции, прежде всего, главы Чеченской республики Рамзана Ахматовича Кадырова, который давно уже выступает вот таким вот модератором, можно сказать, между Россией и в целом арабским миром. После того, как было испробовано, можно сказать, все варианты, возможные варианты разрешения этого конфликта, в итоге вернулись к Чеченской республике, в итоге вернулись к нашему главе Рамзану Ахматовичу как авторитету, как человеку, сумевшему победить терроризм в своей республике. Нету аналогов в Чеченской республике, как победили терроризм, как восстановили после этого. Представители чеченской и сирийской сторон нацелены на активное сотрудничество. Гости выразили уверенность в том, что это их не последняя встреча. Динара Мурадова, Седа Сапарова, Дани Хавхаров. Новости.